Хрысціна Кузьміцкая любіць прагулкі па горадзе, але ёсць адно але. У Хрысціны захворванне зроку. Яна инструктор областной организации «Белтис». Если говорить о проблемах, сложностях, то это, наверное, посещение каких-то больших объектов. Сложно одной их посещать. Порой там по минут 15 приходится ждать, чтобы кто-нибудь помог. Замечательно, что люди отзываются на твои призывы о помощи не только зрелого возраста, взрослые, а даже дети. Это очень классно. Прадстаўнікі беларускага таварыства інвалідаў па зроку адзначаюць, станоўчая дынаміка ў сацыяльным асяроддзі назіраецца. З'яўляюцца спецыялізаваныя бардзюры, пандусы, меткі на сацыяльных установах. Светлафоры абсталююць гукавымі сігналамі. Але гэта толькі пачатак таго, што трэба зрабіць для сацыяльнай адаптацыі тых, хто мае ў яе патрэбу. Что делается у нас по Брестской области? Немало делается. Благодаря органам власти, местным органам власти, областному исполнительному комитету вопрос, конечно, решается. И в городе Бресте в первую очередь, в городе Пинске, в городе Барановиче. Хотелось бы отметить хорошую работу Кобрина, Березы, Ивацевич. Вот в этих городах у нас действительно серьезное внимание уделяется созданию элементов безбарьерной среды и в первую очередь для людей с инвалидностью по зрению. Добрыя прыклады безбар'ернага асяроддзя часцей за ўсё з'яўляюцца ў новых дамах і мікрараёнах. Больш складаная ситуация з рэканструкцыяй старых будынкаў, але і тут можна знайсці выйсце. Не везде можно сделать элементы безбарьерной среды, да, может быть и не нужно, но в таком случае должна существовать определенная, как мы называем, карта, то есть объектов социальных значек, где будет обозначено, что этот объект соответствует безбарьерной среде, этот нет. Ну, как есть в некоторых европейских странах. Зараз у рэспубліцы рэалізуецца некалькі дзяржпраграм і план ратификации Международной конвенции по правах инвалидов. Планируются эти мероприятия, как правило, на каждый год с выделением финансирования за счет средств местных бюджетов. Вот, идет создание безбарьерной среды также в рамках, скажем так, нового строительства. То есть, когда идет новое строительство или реконструкция объектов, уже соблюдаются нормы, правила именно по безбарьерной среде. За 2017 год создана безбарьерная среда на 32 объектах, это в приоритетных объектах, на 52 объектах жилищного фонда. Брестской областью приобретено 25 единиц низкопольного автотранспорта. Зараз мясцовыя ўлады ў рэгіёнах арганізуюць маніторынг аб'ектаў для таго, каб унесці свае прапановы па паляпшэнні безбар'ернага асяроддзя. Евгения Мороз, Роман Филюсиш, телерадиокомпания «Брест».